Наёртес. Очередной урок, несерьезный урок языка, и сегодня мы научимся читать. Идея урока возникла после просьб моих коллег, друзей. Типа, а напиши-ка нам вот этот коми-текст по-русски. И я всегда впадаю в такой ступор. Такая, в смысле по-русски? Коми-алфавит, коми-письменность создана на основе кириллицы. Русский алфавит тоже создан на основе кириллицы. У нас только 2 буквы отличаются. Коми-люди читают и пишут одинаково. То есть, как написано, так и надо читать. И после того, как я выпадаю из этого ступора, я все-таки этот текст пишу по-русски. Что это означает? А давайте вот разберем на примере. У меня есть книжка такая, текст-туш, битва юмора. Во. И вот небольшой рассказик у Ольги Баженовой. Вот мы читаем. Пукалами лыгища сечей суис мене чужой да шуис. Уна лыгищан да йойман, йой вера кодлован. Ми пелес чушкады. А коду се йой верайс? Вообще, давайте разберем этот небольшой примерик. Что бы я в этом коми-тексте написала по-русски? Пукалами. Тут очень интересное коми-слово, которое все запомнят. Пукала. То есть сижу. Пукалами. Сижу я. Лыгища. То есть читаю. Здесь я просто бы исправила буковку «с» на букву «щ», как в слове щетка. Лыгища. Помним, ударение всегда у нас на первый слог, да? Лыгища. А все вот такие мягкие звуки «с» в коми-языке читаются как «щ», как в слове щетка. Они супер мягкие, гораздо мягче, чем русские. И вот везде, где встречается, вернее, вам хочется прочитать как «си», да, «си», надо читать «щ», «щетка». Сетче и суис мене чожей да шуис. Сетче. Но смотрите, когда мы быстро произносим сетче, 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 вот эта «т», она как будто бы исчезает. Поэтому вот во всех таких случаях, где встречается «тече», а иногда бывает еще «дече», вот эти два согласных читаются как «ч», «сетче». И еще, внимание, помню ударение на первом слоге. «Сетче». И, слушайте, я читаю как будто бы не «ы», а читаю вместо «ы». «Сетче». Так вот, в безударных случаях вот эта буква «ы» с точками, ее можно читать как «Тече и суис мене». Кстати, в этом слове также читаем как можно так. Мене чожей. Тоже да? Уна лыгищан да йойман. Перевод такой. Много читаешь и свихнешься. А вот тот случай, когда у нас стоит в ударном состоянии. Она в первом слоге. Вот тут уже прочитать вместо коварного звука не получится. Тут надо постараться прям прочитать йойман. Помним, да? Как я говорила, что у нас буква она читается высоко. Надо вот верхнюю губу поднять. Йойман, йойман. Вот. То есть дураком станешь. Йой — это дурак. Ну, одно ругательское слово выучили. Такое. Ну, оно такое ласковое, дурак. Да. Йой вера кодлован. Как дура вера будешь. Кодь. Мягкие согласные в коми-языке. Они намного мягче, чем русские. Но вы слышите? Кодь, кодь. Кодь, кодь. Хотя многие коми сейчас стали под влиянием, видимо, русского языка так же читать, как вот в русском они говорят и читают кодь. Поэтому разницы не услышат. Поэтому читайте, как можете. Но старайтесь к сильнейшей полотализации. Господи, слово-то какое вспомнила. Полотализация, то есть смягчение. Вот. А куда сия юй вераус? А кто такая дура вера? Коды. Слово уже знакомое встречалось, но давайте еще раз повторим. Ди. Вот. Сочетание согласной и гласной не получается после твердой согласной «д» произнести «и», они могут сказать призвук такой «ы», коды. Но что вы старайтесь? Коды. Сие. То же самое, да? «с» твердая и сразу идет «и». Можно произнести призвук «ы», «сие», но лучше «сие». Вот. Будут вопросы? Пишите. Угу.